Красивый большой двор с видом на горы, чистый воздух и природа, щедро одарившая село Джал. Именно здесь живет многодетная семья Габелия. Ситуация, с которой столкнулась данная семья, актуальна во многих селах нашей страны. Это проблема с энергоснабжением. Тусклый свет из-за низкого напряжения, почти бесполезные в этом случае обогревательные приборы и неработающая бытовая техника. Все это для них уже привычное явление. У нас на самом деле большая проблема. Эту проблему мы своими силами не можем решить. На протяжении 5 лет мы занимаемся этим вопросом. Не раз мы писали заявления и к директору РУП Черноморэнерго и Басаре, и к президенту. Комиссия была создана. Линии, которые идут до нашего дома, не доходя до нашего дома, они во многих местах лежат на деревьях, на кустах. И сами столбы, вы видели, в каком состоянии. Они уже вот один раз ветер подует на расстоянии 500-600 метров, вся линия ляжет. Это может произойти в любой момент, когда ветер подует. За этим следует опасность. Беслан – студент Абхазского государственного университета. Он уже женат и живет в Сухуми. Мама его не работает, а отец инвалид войны. Поэтому Беслану приходится помогать семье по мере своих возможностей. Сельскому человеку что надо? Самое главное, это, я думаю, что это вода, свет и дорога. Если вот эти 3 вещи у человека будут, то он сам уже способен дальше жить и реализовать себя. А в основном эти 3 вещи у нас как раз таки и нету. Еще один момент, то, что у нас нет транспорта, который возит детей в школу. Раньше был 2-3 года назад, а сейчас дети идут через лес. Это за собой несет большую опасность, так как у нас в лесу очень много диких зверей. Далее мы направились еще к одной многодетной семье. 5 детей, а условия их жизни удручают. Во дворе дома вместо опорных столбов мы видим сухой ствол дерева, по которому низко проведена линия электропередачи. Оголенные провода, а вокруг играют дети. Пшакасы мамраны пхола шара дахтоп афат пхазацу как хазацум ала шара бзедзам. Халиня когиш хатаиш бот и бзедзам. Та холодильник булыника хаджит ушта я хоть хуна я хазачак зоми тей булует. А чах зозерги хашижи тахаргал шибжонан зиги хаззум циракача. Проблема обеспечения населения Абхазии качественной электроэнергией существует не только в селе Джал, но и в остальных отдаленных местностях нашей республики. Так получилось, что в день нашей съемки сотрудники РУП Черноморэнерго привезли сюда 2-ю партию новых опорных столбов. Как нам стало известно, работы здесь начнутся в ближайшее время. По предварительным подсчетам, на эти цели необходимо около 300,5 миллионов рублей. Мы работаем сейчас над комплексным планом. То, что в Джалах вы видели, жители обращались к нам, мы составили дефектный акт. Было принято решение после окончания комплексного плана продолжить эти работы силами Черноморэнерго. Разрозненно живут люди, там объем работы очень большой. И не получается вот так взять и сегодня начать и завтра закончить. Для этого нужны материалы, которые за пределами Республики Абхазия надо покупать, так как мы провода, сыпную арматуру, это все изоляторы мы не выпускаем здесь на месте. Сами знаете ситуацию с коронавирусом. Все это накладывает, и время протягивается. Республиканское унитарное предприятие Черноморэнерго в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы провело ремонтно-восстановительные работы по улучшению энергоснабжения населения во всех районах Абхазии. Однако многие села в данную инвестпрограмму не попали. В инвестпрограмму этот объект не попал, потому что приоритет имел, где больше населения и больше охват. К сожалению, там, вы сами видели, люди там, около 7 семей живут. Это не значит, что мы не хотим им помочь, но раз уже идет комплексный план, побольше 630 абонентов мы охватили. Оставить 630 и перейти к 7 не получается. Это тоже программа государственная. Мы занимаемся им, у нас нету ни субботы, ни воскресенья. Мы заканчивать должны, вот сейчас заканчиваем. Мы никак не уходим от ответственности за состояние линии электропередачи, но я хотел бы тоже к жителям села Джал обратиться, чтобы они, каждый из этих сторон свою ответственность имеет. Об оплате хотел бы поговорить. Если
взять вот последние 3 года. Дальше мы даже считать не стали. Где суммарно должны оплатить 1 116 000, за 3 года оплачено 177 000 за 3 года. По словам сотрудников РУП «Черноморэнерго», ремонтные работы в селе Джал завершатся в течение нескольких месяцев. Таким образом, появилась надежда, что проблема с энергоснабжением этого отдаленного села будет решена. И, возможно, тогда и сами джалцы будут более ответственны в вопросе оплаты за потребляемую электроэнергию. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.